Почему мировое сообщество ничего не делает? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как российский депутат объяснил, почему никто не помогает Паншеру. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Тысячи жителей Афганистана устроили акции в знак поддержки ополченцев Паншера. Шествия и митинги против талибов прошли во многих провинциях. В Кабуле скандировали лозунги «Свободу», «Да здравствует Масуд» и «Нет Пакистану». Исламабад обвиняют в военном вмешательстве. Без его помощи талибы не смогли бы захватить Паншер, считают протестующие. Почему мировое сообщество не вмешивается в ситуацию в афганском Паншере, объяснил зампредседателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Он отметил, что оказание помощи сопротивлению могло бы привести к полноценному конфликту с Талибаном. В соцсетях сообщают о вооруженном восстании в городах Газни и Фарьяб. В городе Мазари-Шариф, его считают северной столицей Афганистана, прошел марш за права женщин и также против талибов. Участники потребовали, чтобы те включили в свое правительство женщин. Сейчас важнее остановить кровопролитие и погасить конфликт, потому что ситуация очень нестабильная и непонятная. Больше вопросов, чем ответов. Сейчас самое главное – это попытаться успокоить всех и искать пути решения проблемы путем диалога, сказал политик. Так сейчас выглядит расстановка сил в Паншере. Карту сделали местные журналисты. Серый цвет территории под контролем талибов. Как видно, это северная и южная части главной дороги провинции. В центре, судя по карте, стоят еще ополченцы. Источники сообщают, большая часть отрядов сопротивления после атаки отступила в так называемые боковые долины. Их более 20, боевиков там пока нет. Чепа добавил, что несмотря на заявления талибов, они все еще несут угрозу для соседних стран и всего мира в целом. Все это хорошо на словах, но посмотрим, как будет реализовываться на деле. Угроза и опасность, конечно, существуют. Там же и ИГИЛ находится. Нет гарантий, что завтра Аль-Каида не проснется, добавил депутат. А как вы относитесь к таким остережениям депутата? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Также политик не смог дать гарантий, что агрессия талибов не будет направлена против Таджикистана, который, по информации некоторых СМИ, мог оказывать помощь сопротивлению. При этом, добавил Чепа, конфликт между талибами и Таджикистаном может разгореться и по другим причинам. Из-за наркотрафика из Афганистана и распри боевиков с северными диаспорами в стране. Как вы считаете, насколько высока вероятность такого расклада дел, как предполагает политик? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сейчас в Паншерском ущелье продолжаются интенсивные столкновения. Источники ополчения передают, что большая часть жителей покинула дома, ушла в горы. Позиции сопротивления обстреливают с беспилотников. Бои и в соседней Андарабской долине, говорят сторонники Масуда-младшего. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.